В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Эффективно и безопасно. Минздрав одобрил применение спутника ВИ для людей старше 60 лет. Все меньше дней остается до Нового года. Какие подарки якутяне покупают чаще всего? Бороться со стрессом линчанкам помогают батуты. Как проходят тренировки? Минздрав России одобрил применение вакцины «Спутник ВИ» для лиц старше 60 лет. Пожилые люди находятся в зоне риска. Именно у них заболевание чаще дает осложнения. Клинические исследования среди добровольцев этой возрастной группы прошли успешно. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Проведены клинические исследования применения вакцины «Спутник» у лиц старше 60 лет. Экспертиза подтвердила ее безопасность и эффективность. Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина «Спутник» разрешена для применения у лиц в возрасте 18 лет и старше. Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Масштабная вакцинация уже проходит во всех регионах нашей страны. Изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма вступят в силу 10 января следующего года. Чтобы выяснить, кого именно коснутся поправки и не отразятся ли они на простых гражданах, при обращении с наличкой корреспонденты нашего телеканала обратились к сотрудникам Национального банка. В ведомстве пояснили, что закон не регулирует порядок платежей, в том числе тех, которые совершаются физическими лицами. А следовательно, для граждан ничего не изменится при обращении с наличными деньгами. Эти изменения коснутся исключительно операций, проводимых юридическими лицами. Раньше обязательному контролю подлежало снятие или зачисление на счет юридического лица наличными средствами в сумме свыше 600 тысяч рублей, если это не обусловлено характером его деятельности. Поправки предусматривают, что подобные операции будут учитываться в полном объеме и подлежат обязательному контролю в любом случае. Это сделано для того, чтобы снизить избыточную нагрузку на банки по выделению таких операций из общего числа и проведению работы с клиентами по подтверждению таких операций. Правила предоставления субсидий на ускоренное развитие IT-проектов утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. Речь идет об оказании поддержки компаниям-разработчикам в развитии инновационных проектов и помощи в выводе их продукции на внутренний рынок. Программы для этого уже разрабатывает Фонд развития интернет-инициатив. В ближайшие 3 года правительство выделит на эти цели 750 миллионов рублей. Отмечается, что помимо поддержки стартапов в комплекс мер господдержки входят новые налоговые режимы, программы по стимулированию спроса и расширение кадровой базы. В этом году городу Нерюнгри исполнилось 45 лет. Перспективы развития Нерюнгринского района связаны с ТОР «Южная Якутия» и реализацией ряда крупных инвестиционных проектов. Несмотря на сложную экономическую ситуацию из-за пандемии коронавируса, промышленность района продолжает активную деятельность. Тему продолжит Екатерина Павлова. Якорный резидент территории опережающего развития Южной Якутии угольная компания «Колмар» в сентябре 2020-го запустила в работу в первую очередь крупнейшей в России угольной шахты Инаглинская и обогатительную фабрику Инаглинская-2 мощностью переработки 6 миллионов тонн угля в год. Это один из приоритетных проектов компании «Колмар», обеспечивающий поэтапное увеличение добывающих мощностей до 12 миллионов тонн угля в год. Реализация масштабного проекта дает Якутии возможность укрепить лидирующие позиции в угольной промышленности не только Дальнего Востока, но и страны. Это один из, скажем так,
первых крупных инвестиционных проектов, где мы пробовали включать механизмы федеральной поддержки территории опережающего развития, предоставления субсидий на инфраструктуру. Вот сегодня приезжая, я еще раз могу сказать, что мы это делали не зря. Кроме развития промышленности, в Нерюнгринском районе продолжается мощная перезагрузка системы здравоохранения. Разработанная по поручению главы республики Айсена Николаева, стратегия развития медицины района предусматривает капитальный ремонт и реконструкцию 12 объектов Центральной районной больницы в течение 5 лет. Один из пунктов – создание сосудистого центра с рентгено-эндоваскулярной диагностикой и лечением, что предусматривает в частности установку компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографического комплекса. Здесь уже, конечно, уже более разрешающие способности высокие. Можем определять уже и злокачественное образование небольшого размера. Также можем поражение центральной нервной системы определять. Более разрешающая способность аппарата позволяет делать уже мелкие такие изменения в головном мозге определять. В Нерюнгри продолжается реализация программы переселения из ветхого и аварийного жилья. На сегодняшний день ожидают расселения жильцы более 700 квартир, а это 1500 человек. В администрации города уверяют, что к концу 2025 года все аварийные дома будут расселены. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. Настоящие герои, которые спешат на выручку людям, оказавшимся в беде. Сегодня поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники МЧС. День спасателя отмечается в нашей стране уже на протяжении 26 лет. Между тем, самому МЧС исполнилось 30 лет. Праздник появился в ноябре 1995 года, после того, как указ подписал Борис Ельцин. Документ предписывал отмечать День спасателей в конце декабря, а именно 27 числа. Выбор пал на такую дату, так как МЧСовцы считают ее днем рождения своего ведомства. Дело в том, что в этот день, в 90-м году, был образован прообраз современного МЧС – Российский корпус спасателей. Я хочу поздравить от себя лично, от коллектива и руководящего состава Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия с 30-летием создания МЧС России, с Днем спасателя Российской Федерации. Пожелать всем спасателям, пожарным на территории нашей республики здоровья, благополучия, поменьше чрезвычайных ситуаций, побольше тренировок, учений и развития всей системы спасения на территории нашей Республики Саха-Якутия во благо нашей республики, во благо Российской Федерации. Поздравить всех с наступающим 2021 годом, пожелать всем здоровья, благополучия, радости, любви и всего самого наилучшего. Все меньше дней остается до главного праздника года, а значит, времени на подготовку подарков для близких и родных совсем немного. Традиционно возникает вопрос, что же положить под елку. Чаще всего женщины хотят получить в подарок ювелирные украшения, одежду и бытовую технику. Мужчинам по нраву качественный алкоголь и гаджеты. Дошколята будут рады сладкому подарку и игрушкам. А вот школьники чаще всего хотят получить новомодный гаджет. Наша съемочная группа выяснила, какие подарки якутяне покупают чаще всего. Чаще всего приобретают елочные игрушки в виде символа Нового года. Нынче это у нас белый металлический бык. Ну, стеклянный, конечно, покупают. А так в основном покупают и прошлогодние, кстати, мышку, крысу. В последнее время покупают для коллег. Именно тайный Санта, что ли, у них там. И приобретают эти вот подарочки. Последние дни, ну вот перед Новым годом, да, народу так же много, как и в прошлом году. То есть вот такая новогодняя суматоха у всех тоже. Настроение тоже хорошее. Вернуть прекрасное расположение духа и избавиться от стресса помогут батуты. Правда, не те, что стоят в парке и собирают толпы детей. Речь идет о спортивном инвентаре. Джампинг-фитнес начали практиковать в одной из студий в Ленске 3 месяца назад. На тренировке побывала Олеся Васева. Поехали по 2 и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, подъем. 1, 2, 1, 2. Темп 140 ударов в минуту – это средний. Во время прыжковых упражнений еще больше. Кажется, батут родом из детства и подходит только для шалостей. Но он давно перешагнул в категорию профессионального спортивного инвентаря. На нем можно буквально напрыгать новую фигуру.
Одно занятие на батуте помогает затратить от 350 до 950 килокалорий. Это почти 1000 килокалорий. Это огромное количество, да, энергии. Ну, конечно же, стоит понимать, что здесь идет уже учет количества и высоты прыжков. Это сейчас спортсменки уже подсчитывают калории и минусуют килограммы. А начинали как с развлечения. На то был уклон тренера. Екатерина решила привести в свой фитнес-класс батуты в период жестких ограничений из-за пандемии. Хотела, чтобы возвращаться в фитнес после большого перерыва было, если не легко, то радостно. Буквально 15 минут, все, хватает достаточно для того, чтобы устать, для того, чтобы выгнать лишние калории. И вообще здорово, нам очень нравится, мы все время ждем с удовольствием, когда же у нас начнутся батуты. Тренировочные комплексы на мини-батутах называются джампинг-фитнесом. Придумали его чешские инструкторы еще 20 лет назад. Чтобы удобно было прыгать, снабдили обычный батут рулем. С тех пор находятся все новые поклонники этого рода фитнеса. В России инвентарь только набирает популярность. Это кажется, что легко прыгать. На самом деле, да, это сложно, это энергозатратно. После них ощущение, как будто земля тебя тянет вниз, да, потому что мы парим. Все, кто занимается на батутах, отмечают занятия как антистресс, что, конечно, можно сказать о любой спортивной нагрузке. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». К этой минуте у меня пока вся информация. Я с вами прощаюсь. Берегите себя, носите маски и перчатки, чаще мойте руки и соблюдайте социальную дистанцию. До встречи.